Так, добрый день, уважаемые коллеги. Давайте начнем. Сегодня у нас стартует серия второго митапа. К сожалению, не так много людей подключилось, но мы сохраним запись и будем показывать, транслировать, соответственно, нашим уважаемым клиентам. Сегодня наш митап посвящен общим вопросам касательно личного кабинета и сервисов, которые предоставляет центральный депозитарий. На странице вот КЦСД Meetup KZ представлена сегодняшняя текущая программа. Это, получается, обзор сервисов и услуг в личном кабинете. Расскажу про стадию установления деловых отношений, про блок подключения к услугам и про блок управления ролями пользователем. И в конце, соответственно, рубрика «Сессия вопросов и ответов от наших клиентов». Давайте расскажу так. Получается, я буду показывать, демонстрировать на примере личного кабинета, но тестовой среды. Это наша предпрод-среда, в рамках которой я буду показывать функциональные возможности нашей системы. Для этого я зайду под тестовую учетную записью. Давайте вначале так. Условно, когда клиент заходит на продукционную среду, перед ним открывается страница личного кабинета, адрес кабинета kcd.kz. Далее у него опционально есть несколько возможностей. То есть если существует учетная запись, то он осуществляет вход либо как резидент, либо как нерезидент, и далее уже либо по логину, паролю, либо же под электронно-цифровые подписи на базе НУЦ. Если вы не зарегистрированы, то вы можете нажать кнопку «Зарегистрироваться» и далее пройти все необходимые этапы по участию в регистрации. В конце вам придет письмо подтверждения, соответственно, на почту. Вам необходимо далее пройти по данной ссылке и, соответственно, уже подтверждается регистрация. Если вы выступаете в основном у нас как по профессиональным участникам, как юридические лица, то первично вам необходимо заходить под первым руководителем электронно-цифровой подписью на базе НУЦа. В этой электронно-цифровой подписи автоматически зашиты такие параметры, как БИН организации и ИИН первого руководителя. По этим параметрам мы определяем то, что действительно это легитимная подпись и даем доступ для входа в личный кабинет. Так как это тестовая среда, я зайду под тестовой учетной записью для некоторой демонстрации, скажем так, функциональных возможностей. Вы входите в личный кабинет. На главной странице, сейчас прогрузится. Секундочку. Небольшие технические проблемы, так как это тестовая среда. Отлично. Так, надеюсь, экран виден. Когда открывается, получается, главная страница, на ней представлены, соответственно, несколько кабинетов. У нас, получается, реализованы кабинеты эмитента, депонента, держателя, банковские услуги, кастодиан, биллинг, маркетплейс и отдельно уже дополнительная кастодиальная деятельность. Ну, для продукционной среды, возможно, некоторые разделы скрыты, так как у нас условно, допустим, сейчас в данный момент ведется несколько проектов по части цифровых финансовых активов, по части криптокастодиальной деятельности. И, ну, некоторые такие уже инсайты мы уже даем, то, что будет примерно получается. Далее идет блок, раздел новостей. Здесь мы публикуем все новости касательно, получается, взаимодействия с клиентами, показываем информацию, которая есть. Потом идет блок «Частые вопросы», где клиентам задают определенный вопрос, мы собрали их и, соответственно, далее уже готовы на них ответить. Интерфейс локализован на 3 языка. Это государственный язык, русский язык и английский языки для клиентов нерезидентов, соответственно. С чего начинается знакомство с нашим личным кабинетом? Это стадия установления деловых отношений. Первично вы, да, конечно, можете пройти в раздел «Инструкции». Это тестовая среда, на продукционной значительно больше информации. Раздел инструкции мы
провели рефакторинг и перевели, скажем так, на текстовый вариант. То есть это в виде, если технически, то это Markdown с HTML-связкой, а если интерфейсно, то это получается в виде текста будет представлена необходимая информация по каждому разделу. По части вот наших клиентов, ARM-клиента, там есть установщики, вы, соответственно, тоже можете скачать. Также представлены дополнительно видеоматериалы, где вы можете также ознакомиться, получается, с работой личного кабинета и взаимодействия с центральным депозитарием. Эта информация будет постепенно обновляться, то есть условно наши митапы, которые мы с вами проводим, тоже будет со временем заливаться в данный раздел. Далее, с чего начинается наше с вами знакомство? То есть мы, как центральный депозитарий, и вы, как наши клиенты, должны между собой установить деловые отношения. Как этот процесс проходит? Получается, это третья вкладка на странице личного кабинета. Вы переходите сюда. Здесь такой достаточно массивный, скажем так, перечень документов. То, что вы даете согласие на сбор, обработку данных, даете согласие на присоединение к своду правил и так далее. После даете согласие, нажимаете галочку и нажимаете кнопку «Продолжить». Перед вами открывается, получается, соответственно, анкета. Так, давайте я вернусь на первый шаг. Анкета у нас формируется на основании чего? У нас есть свод правил, который как раскрывает всю нашу, скажем так, деятельность центрального депозитария. Есть установление, правила установления, поддержания и прекращения деловых отношений, в рамках которого прописан полностью процесс онбординга клиентов. И дополнительно к нему идет формы документов, которые требуются для подачи вот, установления деловых отношений. Что для этого требуется? Мы со своей стороны, как продуктовые команды, IT-блок, реализовали такую форму, получается, и вывели ее в личный кабинет, тем самым упростив и улучшив, автоматизировав, скажем так, взаимодействие с центральным депозитарием. То есть, если ранее, допустим, наши клиенты физически в офис приходили, на бумажном носителе заполняли данные по анкете, передавали это все во фронт-офис, то есть сейчас уже это все можно, соответственно, делать электронным способом. За стадию установления деловых отношений мы не взимаем никакие тарифы. То есть ранее, если кто-то помнит, это был платный процесс, сейчас это абсолютно бесплатный. Вначале идет анкета сама разбита на 11 логических шагов, так сказать, 11 путей счастья для установления деловых отношений. Первый раздел – это, получается, основные сведения о юридическом лице. И самое главное, ключевое. Многие параметры касательно, допустим, ваших организаций мы подтягиваем автоматически. У нас есть интеграция с Государственным кредитным бюро по части получения данных по юридическим лицам. Дополнительно еще хочу сказать то, что у нас есть интеграция с национальной платежной корпорацией по двухфакторной аутентификации. Это нужно для физических лиц при облачной электронно-цифровой подписи для подписания анкеты, соответственно. Именно по юридическим лицам у нас, получается, есть интеграция с ГКБ. Вы подаете анкету на УДО, мы подтягиваем эти данные, соответственно, по вашей организации. А, Те поля, которые пришли с ГКБ, они не редактируемы, то есть вы их физически не сможете изменить никак. Это сделано для уменьшения, скажем так, ручных каких-либо ошибок. И далее все, что не заполнено, необходимо, соответственно, заполнить с вашей стороны, со стороны того, кто подает анкету на установление деловых отношений. Вы, получается, тут если вкратце по блокам, то есть получается основная вот информация, грубо говоря, вид юридического лица, код ОКЭТ, телефон подающего, e-mail, почта и прочие данные. Далее, второй, я, наверное, не буду так подробно прям по каждому разделу показывать, но вкратце так пройдусь. Второй блок – это реквизиты и документы, то есть справка о госрегистрации. Вы тоже, соответственно, заполняете эти данные. Третье – это адрес фактического местонахождения юридического лица, которого можно, вот тут есть опция продублировать адрес при необходимости, и продолжаем дальше. Далее уже идет сведения о должностных лицах, то есть это председатель правления, первый руководитель,
кого указываем, и, соответственно, дальше это вот фамилия, имя главного бухгалтера. Далее у нас идет, получается, блок сведения о структуре управления. Здесь представлен состав высшего органа, состав органа управления, состав исполнительного органа, состав иного органа управления. Вы подаете, получается, данные, заполняете необходимую информацию, которая требуется в рамках установления деловых отношений, и нажимаете дальше уже кнопку «Продолжить». Потом идет блок у нас, получается, сведения об источниках финансирования. Тут, получается, по вашей деятельности, доход от предпринимательской деятельности, иное, дивиденды. И если условно как там физлицо, то там заработная плата идет и прочее. Далее необходимо указать наименование банков либо финансовых организаций, в которых у вас открыты банковские счета. То есть тут вручную просто заполняете наименование банка и добавляете эту информацию. Далее у нас идет блок по бенефициарам, собственникам. Тоже, соответственно, вот необходимую информацию вы добавляете, заполняете и добавляете, соответственно, документы, которые требуются в рамках данного шага. Так, сейчас чуть-чуть. Извиняюсь, это тестовая анкета. Здесь у нас иногда бывают некоторые проблемки по этой анкете. Потом идет у нас блок шаг, получается, по филиалам. Здесь вы добавляете, соответственно, свои филиалы. Если условно это, допустим, если, предположим, банки, то вот все филиалы, которые есть по банкам, там условно там Автодокургане, Тарас, Шымкент там, и так далее, все это добавляете, указываете, добавляете необходимый, соответственно, перечень по документ, подтверждающий регистрацию в качестве вот филиала, и переходим дальше. Здесь уже идет блок по лицензиям. Чтобы добавить, необходимо, соответственно, нажать на соответствующую кнопку, выбрать из выпадающего списка необходимую, нужную вам лицензию, указать номер лицензии, дата выдачи, срок действия, наименование органа, кто выдал, и подгрузить копию лицензии, которая у вас есть. Нажимаем далее «Продолжить». У вас открывается блок «Дополнительные сведения». Здесь, скажем так, часть под ФТ, она будет дополняться, расширяться ввиду соблюдения законодательства по под ФТ, и будут еще дополнительные поля. Ну, это для, соответственно, надлежащей проверки со стороны вот нас, как центрального депозитаря, так как эти данные крайне необходимы, чтобы соблюдать, соответственно, законодательство. Переходим далее. Тут есть срок, получается, если у вас есть, скажем так, определенный вид договора с госучастием, то вы можете указать вот срок действия, сумму договора, на который у вас рассчитано, и срок действия окончания. Далее переходим уже непосредственно на последний шаг. Здесь добавляется, здесь достаточно много, скажем так, полей. Тут документы, которые вот подтверждающие регистрацию в качестве юридического лица, устав, всевозможные необходимые копии, прочие документы, то, что, допустим, ну, ввиду того, что у каждой компании какие-то свои определенные особенности, поэтому мы все, что не входит в основной перечень, можете добавить уже в рамках вот прочих документов. В конечном итоге вы нажимаете кнопку «Подписать». Я на тестовой среде это делать не буду. Но и в конце у вас, получается, опционально высвечивается, подтягивается из NC-Layer данные по вашей электронной цифровой подписи как юридического лица. Нажимаете кнопку «Подписать». Потом, что происходит потом? Происходит следующее. То есть вы можете вот в истории заявления на установление деловых отношений посмотреть, в каком статусе ваша анкета находится. Черновик, это, допустим, вот когда вот редактируемо отказано, если со стороны фронт-офиса центрального депозитария был дан отказ, либо же, допустим, одобрено, если все прошло отлично, окей, то данные у нас успешно садятся, со стороны фронт-офиса анкета подписывается, и вам приходит отчет об установлении деловых отношений. Так, анкета подписывается начальником фронт-офиса. Так, если по стадии установления деловых отношений, может быть, какие-то есть вопросы, уважаемые клиенты?
Мгм. Так, вопросов нет. Давайте тогда перейдем к следующему блоку, к следующей части. По части подключения к услугам. Тут есть отдельно выведенный, соответственно, блок подключения к услугам, в рамках которого мы выводим определенные услуги. Тут услуги по ведению системы реестров держателей ценных бумаг. Вот это новое подключение к API, чуть позже расскажу подробно. Услуги по ведению реестра участников товарищества, услуги для держателя финансовых инструментов, услуги управляющей компании, персональный менеджер, платежный агент. И вот про вот это, выпуск электронной цифровой подписи, тоже чуть подробнее расскажу. Соответственно, в зависимости от того, кем является юридическое лицо, то есть у нас такое есть логическое разделение, как депоненты, эмитенты, держатели, кастодиан там, и прочие виды юридических лиц. В зависимости от необходимого вами договора, лицензии и так далее, вы подаете запрос, то есть подключение к услугам к определенной деятельности. То есть, условно, если вам необходимо услуги по ведению системы реестра держателей ценных бумаг, вы нажимаете сюда и нажимаете «Подключиться к услугам». То есть вы выступаете в роли условного эмитента, и после того, как вы подключились, идет проверка по существующему договору, открывается договор, если ранее его не было. Далее вам открывается 5 счетов по части деятельности, связанной с эмитентом. А если, допустим, вам нужен как держателя инструментов по ценным бумагам, вы заходите на, соответственно, услуги держателя и тоже нажимаете «Подключиться к услугам». Есть новая такая фишка, но на этой учетной записи, к сожалению, это не работает. Услуга по персональному менеджеру. Тоже можно к ней подключиться. Это услуга платная. С тарифами вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте kcsd.kz. В рамках тарифов там прописана стоимость услуги по персональному менеджеру. То есть вам выделяется определенный сотрудник фронт-офиса, который будет находиться с вами на постоянной связи, и есть определенные льготы и преимущества для наших клиентов, кто подключен к данной услуге. А потом мы, соответственно, шагаем в ногу со временем, и у нас не только, скажем так, личный кабинет развивается как отдельный продукт, но и дополнительно мы стараемся развивать услуги по подключению к API, Application Program Interface. Сюда, здесь уже, как вы видите, из этого списка уже добавлены порядка 8 сервисов, к которым могут подключиться наши клиенты. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете, соответственно, задавать. Можем с радостью готовы ответить, рассказать про как подключиться, как настроить и так далее. Тут все достаточно просто. И, расскажу так, скажем так, вот когда идет подключение, я, наверное, предполагаю то, что тут не все технические специалисты. Вкратце скажу так. Для подключения к API вам нужно получить логин-пароль. Это Client ID и Client Secret, по которому генерируется определенный доступ, и вы в рамках ваших договоров можете подключиться к сервису и уже минуя, скажем так, стадию личного кабинета, со своими приложениями подружить наш, скажем так, бэкэнд центрального депозитария и направлять, допустим, необходимые приказы, выписки, реестры и прочие разные вещи, которые нужны. Преимущественно тут, если исходить из списка, который доступен, по большей части мы заточены, скажем так, под депонентов, но и другие группы клиентов мы стараемся не обижать и постепенно наполнять, соответственно, этот список. То есть, грубо говоря, вы выбираете необходимые услуги, к которым вам нужно подключиться, и нажимаете «Подключиться к услугам». Система проверяет на наличие соответствующих договоров, которые имеются у вас, и далее вы копируете Client ID, Client Secret. Потом у нас есть отдельный совершенно портал, это apidoc.kcd.kz, в рамках которого детально и описано, получается, все соответствующие сервисы, которые имеются. Идет от регистрации, авторизации, как этот процесс проходит, и вы получаете Client ID, Client Secret, потом в рамках которого есть уже зашиты определенные скопы. Скопы – это, как скажем так, доступ к определенным сервисам. Далее уже ваши технические специалисты могут настроить, там по-разному можно настроить.
взаимодействие с центральным депозитарием, и вы можете уже пользоваться из своего приложения бэкэнда, грубо говоря, направлять необходимые запросы, и сервисы центрального депозитария будут вам, соответственно, отвечать. Потом хотел бы рассказать и анонсировать нашу новую, получается, фичу. Это выпуск электронной цифровой подписи для клиентов нерезидентов. У нас есть соглашение, мы подписали в декабре месяце соглашение с Национальной платежной корпорацией. На базе Tumar CSP мы сделали интеграцию, и тем самым для клиентов нерезидентов мы упрощаем им немного онбординг. То есть им нет потребности, необходимости, скажем так, на какой-то ежегодной основе приезжать в Казахстан, идти в ЦОН, в налоговую и так далее. Они в удаленном формате могут получить электронно-цифровую подпись, далее добавить ее в клиент Tumar CSP и осуществлять вход в личный кабинет и подписывать необходимые приказы, выписки и, соответственно, дальше уже прочие вещи. Так, по подключению к услугам у меня все. Может, у кого-то есть вопросы? Так, если вопросов нет, давайте пойдем дальше. Перед блоком управления ролями хотел бы еще немного поделиться вот информацией, которая вот в рамках которых наши продуктовые команды работают. Такая обобщенная. Получается, в личном профиле, вот здесь с правой стороны, в верхнем углу, вы можете зайти в личные данные. Здесь отображается информация, получается, по вашей учетной записи, под которой вы осуществляете вход. Отображается БИН организации и ИН сотрудника, далее там резидентство, e-mail и так далее. Для того, чтобы обезопасить свою учетную запись, вы можете подключить двухфакторную аутентификацию. Мы провели интеграцию, ну, точнее, взяли готовое решение через Google Аутентификатор, ну, как скролл, скажем так, свайп получается вправо, далее уже откроется страница с Google Аутентификатором, вы можете через свой смартфон отсканировать QR-код и провести, настроить свою учетную запись и добавить тем самым двухфакторную аутентификацию. Это обезопасит ваши учетные записи дополнительным входом. Есть даже по части кибербезопасности мы добавили так, время последнего входа, то есть отображается, когда вы последний раз заходили, с какого IP-адреса и с какого устройства. Далее автоматизировали такой процесс, как справка об отсутствии регистрации в системе учета. Вы можете подать запрос и как физлицо, допустим, и как юрлицо, и вам в ответ генерируется справка, либо у вас, допустим, условно есть счета в центральном депозитарии, что об этом будет сообщено и дано, либо же, допустим, то, что у вас условно счетов нету, тоже справка генерируется. Если какие-то спорные моменты, то система, допустим, выдает эти данные, то есть ну, это связано больше там с наследством, либо когда неопределенные, скажем так, счета, ну, я про физлицо говорю, то есть, и в этом случае вы можете уже тогда обратиться в офис центрального депозитария для уточнения всех необходимых вами данных. А потом у нас есть такой, получается, блок по части управления пользователями. Очень много клиентов задают данный вопрос, как правильно, как пользоваться. Не всегда, скажем так, удается выдать какие-то роли сотрудникам и так далее. Ваш первый руководитель. Мы все прекрасно понимаем, то, что ваши первые руководители очень занятые люди, всегда на встречах, их очень сложно поймать и так далее. Поэтому тут, как вариант, первый руководитель, когда заходит под своей учетной записью, он может назначить ответственного сотрудника администратором по части личного кабинета. То есть он делегирует вот эти права по личному кабинету своему сотруднику, и далее уже, соответственно, непосредственно там администратор, человек попроще, с ним можно к нему обратиться, и он выдаст необходимые роли в рамках вот личного кабинета, чтобы лишний раз не беспокоить ваших SEO.
Как вообще проходит процесс по части вот выдачи ролей, управления и так далее? То есть в зависимости от того, кто вы, точнее, кто ваша организация, депонент, эмитент, держатель и так далее, у нас большое количество ролей, которые существуют в рамках личного кабинета. То есть, грубо говоря, если вы перейдете в любой раздел, в который есть, на некоторых, скажем так, модулях, блоках у вас будут ограничения ввиду того, что, допустим, элементарно нет доступа к этим, получается, кабинетам. И чтобы такую проблему решить, грубо говоря, ваш первый руководитель либо сам, либо передает права администратору, а далее администратор уже непосредственно может назначить ответственному сотруднику определенные роли. То есть он заходит, допустим, в блок управления ролями, переходит в последний блок управления доступом, кликает сюда, и здесь, соответственно, есть отображается список всех ролей, которые доступны сотрудникам. То есть, условно, вот сотрудник, нажимаем там депонент, выбираем то, что куда он должен иметь доступ, там мои счета, налоги, биллинг, сделки там и так далее. Это вот сам сервис, это роль, то есть депонент, эмитент, держатель. Далее сам сервис, это мои счета, там налоги, биллинг, корпоративные действия и прочие информационные сервисы. И последний блок это блок доступ, точнее третий блок это доступ, кто наблюдатель, это тот, кто физически, получается, только может просматривать, но ничего не менять. А, Или редактор. Редактор это получается фактически, кто может, скажем так, создавать какие-то определенные действия, то есть подавать приказы, либо же подтверждать, допустим, что-либо. И далее кнопочка «Добавить», и, соответственно, данная услуга, данная опция добавляется. Если требуется удалить, то просто необходимо можно удалить, и все. То есть, условно, допустим, кейсы разные бывают. Предположим, у вас сотрудник работал в казначействе, потом он перешел в бухгалтерию, и уже на этом этапе необходимо ограничить права у сотрудника, чтобы, ну, не дай бог, он лишнее что-то там не нажал. Соответственно, вот первый руководитель, либо администратор заходит в блок управления ролями, отбирает либо добавляет необходимые роли, права у своих сотрудников, и все, и нажимает ОК, и тем самым вот контролируется этот процесс. Далее, дополнительно, что бы хотел бы еще рассказать, и по каждому кабинету вы можете сами самостоятельно пройтись по вашей организации. Хотел бы чуть-чуть рассказать про Marketplace финансовых услуг. Он, скажем так, сделан с целью ознакомить наших клиентов. То есть по факту у нас, допустим, сейчас наши клиенты по большей части это профессиональные участники, но мы хотим расширяться и привлечь и физические лица тоже. В этой целью мы реализовали такой блок-кабинет, как Marketplace, в рамках которого вы можете зайти и ознакомиться с услугами интересующего вас брокера. То есть, ну, я так, без рекламы просто скажу, там, Freedom, Джусан, Халык и так далее. То есть вы заходите, дальше, допустим, вот по первой ссылке просто кликну, и вас перекидывают, соответственно, на официальный сайт брокера. Э, Конкретно здесь, допустим, указан Freedom, предположим. Далее, дальнейшие такие небольшие планы расскажу на будущее. То, что мы планируем сделать, мы планируем провести интеграцию с брокерами. Если это будет, соответственно, интересно брокерам, по части анбординга клиентов. То есть, допустим, физлицо зашло в Marketplace, ознакомилось с услугами брокера, которые представлены в данном списке. Далее по кнопочке «Перейти» мы можем так уже совместно с IT-подразделениями определенных брокеров настроить интеграцию, и чтобы наш клиент стал клиентом, допустим, брокера. Ну и планируем, возможно, может быть, в будущем обратную интеграцию. То есть, допустим, условно, и клиент брокера может стать клиентом центрального депозитария в том числе тоже. Так, дополнительно, что еще хочу рассказать, допустим, ну, такое, если для физлица, то чаще всего это просто у нас держатели. То есть это не профессиональные участники,
И они могут у нас что сделать? Они могут зайти в кабинет держателя и открыть себе лицевой счет держателя. Нажимаете кнопку «Создать приказ», выбираете, допустим, вот открытие лицевого счета, выбираете тип лицевого счета, заполняете все данные. А по части вот такой некой автоматизации, если, допустим, вы не указываете банковские реквизиты, то данный приказ будет обработан автоматически системой, и вам придет соответствующее уведомление об этом. Если указываете банковские реквизиты, то, соответственно, требуется уже проверка со стороны операциониста фронт-офиса, и после подтверждения уже вам направляется. Есть еще у нас блок, прошу вот обращать внимание, мы помимо новостей, куда публикуем, допустим, важные там критические какие-то моменты, потому что условно там у нас может быть какое-то обновление, либо же какие-то временные сбои, еще что-нибудь, мы публикуем это в новости, а дополнительно мы еще направляем такие уведомления в колокольчик. То есть, грубо говоря, это примерно как ну, в мобилках банковских приложений. То есть вам приходит уведомление о каком-то событии. Далее вы можете, допустим, уже непосредственно нажать кнопочку «Показать полностью». Раскрывается уведомление, вы ознакомливаетесь с содержимым и можете нажать, допустим, кнопочку «Отметить как прочитанное». Тем самым мы зафиксировали факт того, что вы уже ознакомились с какими-то событиями. Далее, дополнительно хотел бы сказать то, что так как мы, ну, те, кто, скажем так, занимается разработкой личного кабинета, мы дополняем всевозможными разными функциями. И одной из опций, которую мы уже больше года назад внедрили, это оценка качества услуг. То есть, когда, допустим, вы подаете какой-то любой приказ, либо какое-то взаимодействие, выписка там и так далее, у вас справа, ну, всплывает, скажем так, такое уведомление, и мы вот очень сильно вас просим оценивать нас максимально честно, там звездочки от 1 до 5 с возможностью оставить комментарий. Для нас это очень важно. То есть на основании, допустим, вашей обратной связи мы можем понять, где мы можем улучшить, что мы можем улучшить, чтобы максимально упростить жизнь как и вам, как нашим дорогим клиентам Центрального депозитария, так и нам. Нам доставляет большая радость, когда мы улучшаем жизнь нашим клиентам. Так, если вкратце по нашим услугам, то, в принципе, на этом все. Возможно, у кого-то будут вопросы, с радостью готов ответить. Так, если я как вижу, к сожалению, вопросов нету или к счастью. А, так, хотел бы поделиться вот еще одной информацией. Наши митапы, они, соответственно, расписаны на этом сайте KCSD Meetup KZ, в рамках которых вы можете посмотреть, какое дальнейшее, скажем так, событие, какие дальнейшие команды будут выступать и рассказывать про свои сервисы и услуги. Я не стал в этот раз как-то глубинно рассказывать про каждый сервис. Я думаю, то, что мои коллеги в этом плане могут гораздо больше и лучше информации дать по каждым своим сервисам. Можете следить вот за сайтом KCSD Meetup KZ, либо же в Telegram-группе. Мы тоже непосредственно публикуем, рассказываем. Если вам, допустим, нужна какая-то определенная информация, либо вы хотели про какой-то процесс, про сервис более подробно узнать, как это работает, как правильно заполнять форму и так далее. Мы всегда на связи. Вы можете написать, можете напрямую в Telegram написать ваш вопрос. Дальше наши продукты могут вам продемонстрировать, допустим, какой-то функционал, который они реализовали. Либо вы можете написать на helpdesk KCD-KZ. Всегда с радостью ответим, всегда будем давать обратную связь. На этом тогда все. Уважаемые клиенты, уважаемые коллеги, большое спасибо, что подключились на сегодняшний метап. Желаю всем хороших выходных и продуктивного текущего дня. Спасибо, что подключились.